Трое головы отхода, то есть на кровати практически открылись, так и есть. Который в тупичке, вот он с кровати сполз, но опять... Поэтому Сообщение о пожаре поступило в 3 часа 45 минут. Силы и средства были направлены по автоматическому вызову номер 3. На момент прибытия к месту пожара первого подразделения было установлено, что происходит горение двухэтажного административного корпуса, который пристроен к неэксплуатируемому производственному зданию. Происходило открытое горение в окнах второго этажа. Была информация о нахождении людей на втором этаже. В качестве решающего направления действий пожарной охраны было выбрано поиск возможных пострадавших. Для этого было сформировано 4 звена газозащитной службы, организована подача 4 стволов для тушения данного пожара и одновременного поиска людей. К сожалению, в ходе тушения были обнаружены тела 5 погибших человек. Тела были обнаружены в тупиковых комнатах, расположенных в дальней части коридора от входа в данное здание. Обстоятельства, которые способствовали гибели людей, в первую очередь это то, что данное здание является административным и было приспособлено для временного проживания работников организации. При этом никакими средствами обнаружения пожара, пожарными автономными извещателями или другими средствами обнаружения пожара, средствами оповещения людей о пожаре данное здание на момент пожара оборудовано не было. В связи с этим люди, которые находились в здании, своевременно не были оповещены о пожаре, а уже при развившемся пожаре, поскольку комнаты находились в дальней части коридора, шансов выйти самостоятельно уже из этих комнат не было. Также на единственном окне, которое имелось в этой комнате, находилась стационарная решетка, и открыть ее изнутри здания также не представлялось возможным. Других сложностей в ходе тушения пожара не было, объект обеспечен наружным противопожарным снабжением. Сосредоточение сил и средств произошло своевременно. Первое подразделение прибыло в течение 5 минут после сообщения о пожаре. Полное сосредоточение сил и средств произошло в течение 25 минут после сообщения о пожаре. Сил и средств было на месте достаточно. Тушение было проведено в максимально сжатые сроки. Всего привлекалось 53 человека, 21 единица техники для тушения пожара, в том числе от МЧС, 9 единиц техники, 33 человека личного состава.